Андрэй Іванович Никанюк працуе ў гаспадарцы «За мір» Брэсцкага района больш за 30 гадоў. Звычайна ў студзеньскі перыяд работы мала. Большасць трактарыстаў ідуць у адпачынак. Сёлета палявыя работы з восені мінулага года тут нават не спыняліся. Солнце светит, настроение хорошее. Работаем. Если есть возможность что-то сделать, то мы делаем. Лишь бы была работа и заработок. Будем работать. Гэта поле ў 39 гектараў сёлета плануюць засеяць кукурузай для кармавых патрэб гаспадаркі. Зараз тут вядуцца работы больш характэрныя для канца лютага, пачатку сакавіка. На данный момент ведется, работает звено по разбрасыванию навоза, три навозника и погрузчик. Значит, в течение, я думаю, что сегодня, завтрашнего дня мы здесь внесем навоз и завершим пахоту этого поля. Для ўнясення ўгнаенняў і ўзворвання земляў пацяпленне спрыяльны час, але для азімых культур ёсць і свая небяспека. Зерновые культуры не вошли в состояние покоя, а продолжает процесс дыхания происходить, соответственно, тратятся сахара. Но на данный момент пока это не критично. Но если наступит резкое понижение температуры при отсутствии снежного покрова, то данное приведет к гибели или повреждению отзимных культур, соответственно. Кроме того, отсутствие снежного покрова, оно как бы еще влияет на отсутствие влаги в почве. То есть у нас будет более короткий промежуток времени для того, чтобы провести сев яровых культур в более оптимальные сроки и для того, чтобы сохранить ту влагу в почве. Дарэчы, жывыя сельскагаспадарчыя палі пры плюсавых тэмпературах паветра нават у такі час году прывабліваюць пералётных птушак. У своеасаблівую разведку асобныя раёны вобласці прыляцелі асобіны белалобага гуся і шэрага жураўля. Наша природа тоже поменялась на хозяйственных угодьях. Если раньше у нас озимы там небольшие, то теперь вся Беларусь зеленая в полном смысле зимой. Потому что посевы озимого рапса по всей территории, во всяком случае Полесья, сконцентрированы. А это прекрасная стация для переживания этих птиц даже в очень серьезные, суровые, морозные такие дни. На сённяшні дзень ужо можна канстатаваць тэмпературныя рэкорды ў Брэсцкай вобласці. 2019 год прызнаны самым цёплым за ўвесь час метэаралагічных назіранняў. Сёння сярэднясутачная тэмпература перавышае звычайную на 4-7 градусаў. Вторую декаду синоптики предполагали на 5-6 градусов теплее обычного. И, как видите, половина декады уже прошло. Действительно, очень теплая погода. И до конца недели характер погоды существенно не изменится. Вероника Яковец, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».